Один из самых авантюрных сюжетов века. На сцене Дегорского театра генеральная репетиция спектакля Жана Батиста Мольера «Дон Жуан». Постановка известного французского режиссера, обладателя премии «Золотая маска» Аллена Маратра. До настоящего времени Аллен в России работал только в Мариинском театре. Но, как признается режиссер, попасть во Владикавказ он хотел давно, ведь это родина его коллеги Ларисы Гергиевой. И вот это свершилось. Зрителей ждет союз французской и осетинской культур. Легендарный Дон Жуан заговорил по-дегорски. Конечно, культура разная, и отношения между людьми разные. Отношение к женщине разное, отношение к понятию Бога разное. Соответственно, нам надо было адаптировать Дон Жуана к осетинской культуре. Романтика и страсть, ирония и трагедия – все это в необыкновенной сюжетной линии. И хотя на сцене еще нет декораций, актерская игра переносит всех зрителей в эпоху Серебряного века. Особое внимание уделено сценическим костюмам. Это творение именитой художницы Швейцарии Мирель Десинджи. Уже 10 лет она сотрудничает с Маратра. Каждому актеру у художницы индивидуальный подход. Вы еще не видели его костюм, да, вы видите только его рубашку. Это будет сюрпризом. Вы можете видеть его уже с прической. Это что-то вот такое, чего здесь нету, да, вот для нас очень. Это стиль 18 века. Как видели футуристы. В постановке Маратра грань между весельем и печалью тонкая, дерзкая по своему времени комедия нравов. Кто же он, Дон Жуан? Распутник, головорез, дьявол или еретик? Главный герой спектакля – обаятельный и мужественный Альберт Хадаев. По его словам, вжиться в роль было непросто, ведь Дон Жуан – многогранная личность, и не со всеми из них исполнитель согласен. Позади полгода увлекательного и творческого процесса. Игра персонажей не только на сцене, но и в зрительном зале и даже на балконе. Цель постановки – показать то, чего еще не было ни в Дон Жуане, ни в Дегорском театре. Уже 4 июля все любители искусства смогут перенестись в эпоху прекрасных дам и отважных кавалеров. Ирина Дзабаева, Заур Цеов, Осетия ТВ.